Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы хотим рассказать вам русскую народную сказку «Лиса Патрикеевна». Жила-была лиса Патрикеевна, и очень она любила пожаловаться на лесных зверей. Дескать, все ее хитрой считают, а она такая скромная и безобидная. Как-то пыталась она курочку украсть, да погнались за ней собаки. На силу ноги унесла. Спряталась под корнями старой ели. Видит, рядом старый лапоть лежит. Взяла лиса лапоть, пришла к зайцу и говорит: «Зайчишка-братишка, не пустишь ли на одну ночку старого Патрикея дочку?» Ходи, лиса, живем, правда, в тесноте, зато блины шипят на плите. Отвечает зайка. Да я что? Я у порога устроюсь. Скромничает лиса. Мне главное, чтобы с лаптем ничего не случилось. Улеглись все спать, а лиса лапоть выкинула и утром как закричит: «Обокрали! Разорили! По белому свету пустили! Лишь курочка Рябушка поможет моему горюшку!» Стыдно зайчику, что такая беда случилась. Отдал он лисе курочку. Отправилась лиса к волку. «Волчик, братик, не пустишь ли на одну ночку старого Патрикея дочку?» «Как не пустить?» Отвечает волк. Только видишь, ремонт у нас. «Не беда, я у порога устроюсь. Главное, чтобы курочка Рябушка не пропала». Живем двое, я да баран. Какая тут может быть пропажа или обман? Успокоил ее волк. Не нужна эта курица ни мне, ни тебе. Проблеял баран. Ночью лиса схватила курочку, унесла в лес и спрятала в яму. А утром проснулась и как закричит: «Обокрали! Разорили!» Не думай, лиса, обо мне плохо. Бери барана, да не рассыпай слухи горохом. Испугался волк. Пришла лиса с бараном к медведю и просит: «Братик-медведь, не пустишь ли на одну ночку старого Патрикея дочку?» «Как не пустить? Дом большой, места много». «Да я у порога устроюсь. А вот если с бараном пропаж случится, я могу даже умереть от горя». «Заявляю наперед! Баранов не ем, обожаю мед!» Проревел медведь. Уснул он, а лиса схватила барана, отвела в лес и в яму спрятала. Утром в избе переполох, все ищут барана. Голосит лиса: «Обокрали! Разорили! По белому свету пустили! Ой, умру, умру! Не спасет даже бычок!» «Бери бычка, только не обзывай вором!» Огорчился медведь. Забрала хитрая лиса бычка и отправилась в лес к яме. Достала курочку, барана и повела добычу к себе в нору. Видит, лапоть лежит, швырнула его лиса в сторону и говорит: «Вот так лапоть! Невелика пропажа, да улов большой! Это не кража, не будь лапшой!» И тут лапоть
шлепнулся, да прямо на нос спящему псу. Встрепенулся пес, учуял лису и бросился в погоню. Следом за ним второй пес помчался. Ой, помогите! Спасите! Пришлось лисе бросить и бычка, и барана, и курочку. Вернулись они к своим хозяевам. А лиса Патрикеевна осталась ни с чем. Вот такая сказка. А мы желаем вам добрых снов.